Джентльмены от бокса предпочитают соревнования по панчеру. В столице республики разыграли кубок клуба единоборств «Титан» по силе удара. Кто боролся за титул гранд-панчера, расскажет мой коллега Вячеслав Ильин. Изначально в боксе панчерами называли спортсмена, владеющего сильным коронным ударом, который, как правило, помогал файтеру завершать поединок досрочно. Сегодня же панчер – это соревнование по силе удара. В столице Чувашии родоначальником турнира по панчеру стал городской клуб единоборств «Титан». У нас клуб рассчитан на любительский бокс, да, и ребята с этим занимаются не только профессиональные спортсмены, но и очень большое количество начинающих ребят, достаточно возрастных людей. И зайти в ринг первый раз им достаточно сложно. А вот как раз такие мероприятия, они позволяют людям как бы попробовать себя, попробовать удар, как у них получается. В третьем турнире заявки подали 29 спортсменов. Согласно положению о соревнованиях, титул гранд-панчера разыгрывался без учета весовых категорий и спортивной классификации участников. Так что вместе с любителями за кубок сражались и атлеты, прошедшие школу бокса. Ну а обладателем почетного трофея стал Никита Васильев. Неоднократный чемпион Чувашии, мастер спорта России в финале опередил своего коллегу Дениса Ямалеева. Никите принадлежит и рекорд турнира – 699 килограммов, показанный им в четвертьфинале. Здесь просто хочется узнать, какая сила удара есть, что я смогу сделать, каким могу стать. Не остались в стороне и представительницы прекрасной половины. Лучший результат среди претенденток показала студентка столичного кооперативного института Мария Николаева. Сила победного удара будущего юриста составила 277 килограмм. Занималась легкой атлетикой, имею опыт соревнований и волю к победе. Кстати, при ударе почти в 300 килограммов маникюр у Марии не пострадал. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.